жиыштырып, тәртипләп қойғанда болғаны да ярап қояшақ. Өмәдә катнашучылар театр мәйданында жыйыла да бик тәртләнеп, янгыннан калган кисәү башларын актаралар. Корым катыш тир гимнастеркаларга һич юылмас эзләр сала. Ул арада кемдер зарланып, сүгенеп куя. Бу кыяфәттә ничек банкетка барасың ди. Әлеге мәҗлескә җаваплы партия хезмәткәрләрен көтәләр. Ходоровский үзе кул куйган чакыру кәгазьләрендә булай диелгән була. 25 июнь, җомга көнне, көндезге сәгать 3-тә Кызыл армиячеләр сараенда Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасын игълан итү уңаеннан банкет оештырыла. Әлеге билет белән сез дә шул банкетка чакырыласыз. Через несколько минут наш телеканал покажет сессию Государственного Совета Республики. Давайте немного узнаем историю этого органа законодательной власти. 26 сентября 1920 года в столице молодой республики прошел первый съезд Советов автономной ТАССР. В его работе участвовали 348 делегатов. До 1929 года съезды созывались ежегодно, затем раз в 2 года. Особо значимы были съезды 1926 и 1937 годов. На них приняли Конституции ТАССР. В 1937 году на смену действующей системе представительной власти пришел Верховный Совет Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Вновь изменения произошли в 1994 году. Закон от 29 ноября о внесении изменений и дополнений в Конституцию Татарстана в связи с реформированием представительных и исполнительных органов государственной власти установил новое наименование и статус высшего представительного органа власти республики. Верховный Совет был преобразован в Государственный Совет. В марте 1995 года прошли выборы, на которых было избрано 130 народных депутатов. Ну а сейчас смотрите торжественное заседание Государственного Совета Республики Татарстан, посвященное 100-летию со дня подписания декрета об автономной Татарской Социалистической Советской Республике. Шынында нәq бу минутларда Татарстан Дәүләт Советының тантаналы утырышы башлана. Ул автономияле Татар Совет Социалистик Республикасы турында декретка кул куелуның 100 еллыгына багышлана. Һәм біз аның турыдан-туры трансляциясын тапшырабыз. Садитесь, пожалуйста. Хайырлы көн, хөрмәтле Дәүләт Советы депутатлары. Добрый день, уважаемые депутаты Государственного Совета, участники заседания. Начинаем работу. Прошу подготовиться к регистрации, установив жетоны в пульты голосования. Объявляется режим регистрации. Кворум имеется. Торжественное заседание Государственного Совета Республики Татарстан, посвященное 100-летию со дня подписания декрета об автономной Татарской Социалистической Советской Республике, объявляю открытым.
Уважаемые коллеги, на сегодняшнем торжественном заседании принимают участие президент Республики Татарстан, государственный советник Республики, премьер-министр Республики Татарстан и члены правительства, председатель Конституционного суда, председатель Верховного суда, председатель арбитражного суда Республики Татарстан, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан, прокурор Республики, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, председатель Общественной палаты, председатель Совета муниципальных образований, руководители федеральных территориальных органов в Республике Татарстан, ответственные работники аппаратов органов государственной власти. На заседании присутствует член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Олег Викторович Морозов. Работу заседания освещают журналисты, аккредитованные при Государственном Совете нашей Республики. Уважаемые депутаты и участники заседания, Организационным комитетом по празднованию юбилея было принято поддержанное президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым предложение Президиума Государственного Совета провести в день столетия подписания декрета об автономной Татарской Социалистической Советской Республике торжественного заседания Государственного Совета, посвященного этой знаменательной дате. Президиумом Государственного Совета принято решение о введении прямой теле- и радиотрансляции торжественного заседания. Прямая трансляция заседания ведется также и в сети интернет на сайте Государственного Совета. Знаменательной дате посвящены выпуски газет «Республика Татарстан», «Ватан Татарстан», в которых размещены большая статья президента Республики Рустама Нургалиевича Минниханова, посвященная столетнему юбилею Республики, и интервью первого президента Республики Татарстан, государственного советника Республики Ментимира Шариповича Шаймиева. Эти газеты, праздничный выпуск журнала «Татарстан» и другие издания есть в ваших на столах раздаточных материалах. Уважаемые участники заседания, в адрес татарстанцев поступают многочисленные поздравления в связи со столетним юбилеем Республики. Теплые поздравления поступили от председателей палат Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина, от полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова. На имя руководства Татарстана продолжают поступать поздравления от руководителей и официальных лиц зарубежных государств: президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, председателя Великого национального собрания Турецкой Республики господина Мустафы Шентопа, председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Зайруллаевича Нигматуллина, от послов целого ряда иностранных государств. Их очень много. Поздравительные телеграммы направили руководители субъектов Российской Федерации и региональных законодательных органов. Уважаемые участники заседания, по решению Президиума Государственного Совета мне поручено выступить сегодня с докладом «Столетие Татарской ССР. История и современность». Позвольте это сделать. Hürmetli Татарстан Республикасы президенті, hürmetli Дәүләт кеңесшісі, hürmetli Республика премьер-министрі, hürmetli хезмәттәшләр, парламент депутатлары, мөхтәрәм тантаналы утырышта катнашучылар һәм чакырылган затлар. Уважаемые Рустам Нургалиевич, Ментимир Шарипович, Алексей Валерьевич, уважаемые коллеги, депутаты Государственного Совета и приглашенные. Сегодня мы отмечаем столетие со дня подписания декрета в ЦИК и Совнаркома РСФСР об образовании татарской автономии, этого судьбоносного политико-правового акта, определившего вектор становления республики в 20-м столетии. От имени депутатов Государственного Совета и от себя лично
искренне рад приветствовать участников торжественного заседания и всех жителей нашей республики. Выражаю признательность отечественным и зарубежным государственным деятелям, политикам, ученым, всем направившим теплые поздравления в адрес республики. Безусловно, повод для всех нас исключительный. Кроме того, это еще и рубежный этап в развитии татарского народа, имеющего собственные тысячелетние традиции и опыт государственности, часть из которых были позднее восприняты при построении российского государства. Особенно ярко новаторство и ответственные политические устремления Татарстана проявились в бурные 90-е годы на стыке времен и общественных формаций. Потенциал, накопленный ТАССР, сыграл серьезную роль в повышении самостоятельности республики. Сохранение межнационального согласия, реализация политики мягкого вхождения в рынок, активном участии в переустройстве России на началах реального федерализма. Начиная с 2016 года проведена масштабная работа по подготовке к вековому юбилею Татарстана. Созданные указами президентов Российской Федерации и нашей республики организационные комитеты, актив на местах, общественные и партийные организации, предприятия приняли в ней самое деятельное участие. Актуализированы архивы и неизвестные страницы истории, обновлены мемориальные доски, увековечена память лиц, внесших значительный вклад в развитие республики. Установлены и благоустроены места захоронения известных политиков тех лет и бывших руководителей парламентов Татарстана. Опираясь на документальные свидетельства, труды российских и татарстанских ученых, сегодня отдаем дань особой признательности выдающимся деятелям науки и искусств, руководителям и всем труженикам тех исторических лет. Реализован ряд просветительских проектов в средствах массовой информации и интернете. Большой интерес вызвало проведение в школах тематических уроков по становлению татарстанского парламентаризма и изучению своей истории. Сегодня трудно переоценить вклад системы власти, партийных органов в развитие республики, государственности России на всех этапах векового пути. За это время институты народовластия в Татарстане вместе со страной прошли сложнейшие годы первых пятилеток, репрессий конца 30-х годов, Великую Отечественную войну, перестройку и распад СССР. Так сложилось, что нашему народу не раз выпадало жить и трудиться на переломных рубежах глобального развития, быть свидетелями смены общественно-экономических формаций, процессов демократизации общества, перехода к многопартийной системе, участвовать в формировании новой России. Уважаемые депутаты и приглашенные, вековое развитие нашей республики – процесс тесно увязанный, а в каких-то моментах и сонаправленной политической истории русских земель. Начиная с полиэтничной Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и далее. В докладе не ставлю целью охватить всю совокупность не самых простых взаимоотношений в нашей совместной истории нашего Отечества, оставив суждение о временах минувших профессиональным исследователям. Оформление запроса на большую самостоятельность татар-мусульман в рамках Российской империи учеными традиционно относится к концу XIX века и связывается с расцветом буржуазно-капиталистических отношений в стране. Появление в тот период реформистской идеологии, религиозного просветительства, джадидизма способствовало небывалому росту уровня образованности и подъему национального самосознания. Габдулла Тукай, Дертмен, Фатих Амирхан, Гаяз Исхаки, Галимжан Ибрагимов, Шариф Камал үз әсәрләре белән халыкның сәнгати, сәяси тормышына үтеп кереп, хәзерге татар телен һәм гомумән алганда татар милләтенең формалашуына зур йогынты ясадылар. Новые формы партийной самоорганизации, партии Союза мусульман, активность мусульманских
фракции во всех 4 созывах Государственной Думы Российской империи вылились в требования о представлении мусульманам национально-культурной автономии. Серьезно обсуждался проект оформления государственности татар и башкир в виде Урало-Волжского штата, а также его идейно-политической альтернативе Татаро-Башкирской Советской Республики. Ожесточенные сражения гражданской войны отодвинули вопросы национально-территориального устройства Казанской губернии в тот период на второй план. Вместе с тем, после завершения военных действий, долгого поиска конкретных форм был предложен новый взгляд на создание теперь уже Татарской Республики. 27 мая 1920 года в ЦИК и в Совнарком РСФСР принимают совместный декрет об образовании автономной Татарской Социалистической Советской Республики, подписанный Михаилом Ивановичем Калининым, Лениным и Янукидзе. Первым его параграфом провозглашается образовать автономную Татарскую Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР. В документе в общем виде регулировались вопросы государственно-правового статуса, территорий, организации власти, взаимоотношений между РСФСР и АТСР. Среди прочего, декларировалась прямая обязанность Федерации содействовать Тат-Республике в достижении фактического равенства с другими автономиями, снабжать ее из общих средств необходимыми для этого финансовыми и техническими средствами. 25 июня 1920 года в торжественной обстановке состоялась передача власти от Казанского губисполкома Временному революционному комитету во главе с Сахиб Гареем Саидгалеевым. Эта дата и стала днем образования ТАССР. Известно, что идеологически и практически пролетарская государственность развивалась в форме советов, представительных органов, действовавших под руководством партии большевиков вне логики классического разделения властей. Тем не менее, именно системе советов, ТАЦИКу, Совнаркому, образованном на Первом учредительном съезде в сентябре 1920 года, предстояло принять на себя всю полноту государственной власти и ответственности на территории молодой автономии. Российской коммунистической партии и Советам удалось мобилизовать энергию и энтузиазм масс, что дало результат в виде довольно быстрого преодоления послевоенной разрухи, голода и социальных экспериментов. Пользуясь статусом автономии, руководство республики тех лет успешно реализовало ряд мер, направленных на укомплектование государственного аппарата национальными кадрами, развитие национального образования, культуры и искусства. Социаль өлкәдә 1921 елның 25 июнендәге декрет нигезендә татар телен рус теле белән бер рәттән дәүләт статусы белән тәэмин итүгә бәйле процесслар үсеш ала. Республика в лице своих лидеров уже в те годы поднимала перед центром вопрос о повышении статуса автономии, уравнивании их с союзными республиками, к примеру, в выступлениях Мирсаида Султангалиева, нарком нации РСФСР в начале 20-х годов. К сожалению, после разгрома в 1923-1924 годах сторонников большего учета национального фактора в политике, выразителями идей которых выступал Султан Галиев, даже те немногие завоевания, которые в этой сфере были, оказались фактически свернутыми. Маятник стихийного федерализма качнулся в обратную сторону, обещая на словах развитие культуры, языков, государственности народов России на основе самоопределения. Большевики на деле не признавали политической субъектности национальных меньшинств. А в годы Большого террора государственные партийные органы республики, как и всей страны в целом, и вовсе были подвергнуты тотальной чистке. К высшей мере наказания были приговорены 4 из 7 председателей президиума ТАЦИКа: Рауф Сабиров, Шайгардан Шаймарданов, Минигарей Ахмедшин, Гумер Байчурин. Еще один, Харис Маратхузин, отбыл срок в лагерях, затем воевал в штрафном батальоне. Все они были реабилитированы позже,
многие, к сожалению, посмертно. Казалось бы, парадоксально, но именно на пике репрессий эволюция конституционно-правовой системы СССР выразилась в закреплении единообразной парламентской формы правления. В республиках были избраны Верховные Советы, сыгравшие значимую роль в накоплении практики советского государственного строительства. И хотя наши законодательные органы отличались от западных аналогов по степени самостоятельности, формированию повестки, с точки зрения реального представительства, содержания полномочий, они ни в чем не уступали передовым демократическим образованиям тех лет. На долгие годы стали кузницей профессиональных управленческих кадров, где приобретались навыки государственного администрирования, отрабатывались основные парламентские практики и процедуры, формировалась правовая культура общества. Надо понимать, что несмотря на террор и перегибы коллективизации, формирование новых институтов государственности проходило на волне общественного энтузиазма, подкрепленного успехами большого экономического рывка, ростом авторитета СССР на международной арене. Во многом благодаря этой системе в годы предвоенных пятилеток была реализована политика ускоренной индустриализации и технического переоснащения села. Республика за короткий срок превратилась в регион развитой обрабатывающей промышленности. К началу 40-х годов стабилизировалось сельскохозяйственное производство. Образовано около 4000 колхозов. Обратите внимание, мы были в тот период на 3-м месте в СССР. Была ликвидирована массовая безграмотность. Татарстан стал одним из ведущих научных центров страны. Пройдя путь полный свершений и трагических страниц, за 20 лет с момента образования ТАССР выросла в полноценную советскую автономию со своей конституцией, органами власти, в том числе и на местах. Дорогие друзья, в год 75-летнего юбилея еще раз с особым чувством и гордостью говорим о месте и роли Татарстана в нашей общей победе в Великой Отечественной войне. В ряды действующей армии из республики отправилось около 700 тысяч человек. Было сформировано 7 только стрелковых дивизий, а еще танковая бригада, зенитно-артиллерийский полк и прочие войсковые соединения. Только вдумайтесь, из тех, кто убыл на фронт, погиб почти каждый второй. 50 тысяч наших земляков вернулись инвалидами. Мы по праву гордимся подвигами и воинской доблестью татарстанцев. 225 из них удостоены звания Героя Советского Союза. 48 стали полными кавалерами орденов славы. Более 200 тысяч награждены орденами и медалями. И пусть в силу понятных обстоятельств в этом году не удалось отметить 9 мая, как рассчитывали, мы нашли форму почтить память отцов и дедов, отстоявших независимость нашей Родины, само ее право на существование. Провели уроки победы, возложили венки к монументам и обелискам, пообщались с ветеранами, прошли в бессмертном полку в режиме онлайн. Особой вехой, примером беззаветного служения отчизне стала работа государственного аппарата ТАССР. Из 143 депутата Верховного Совета 44 добровольцами ушли на фронт, 12 погибли на полях сражений. За время войны в действующей армии были призваны 12 тысяч из 27 тысяч депутатов, советов республики всех уровней. В тяжелейшие 41-45 годы под руководством татарского обкома ВКПБ Верховный Совет и Совнарком активно включились в решение задач по переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации, приему эвакуированных граждан, целых организаций и предприятий. Хозяйственная мощь ТАССР, накопленная ударными пятилетками, сыграла важную роль в превращении республики в одну из основных тыловых баз страны. Военная Татария приняла свыше 70 заводов и фабрик, 33 института Академии наук СССР, Наркомат финансов, Госбанк СССР и ряд других ведомств. В общей сложности свыше 266 тысяч человек. Наши госпиталя вернули на фронт более 200 тысяч воинов.
Промышленность республики в кратчайшие сроки приступила к производству оружия, боеприпасов и снаряжения. Каждый 6-й боевой самолет в годы войны был выпущен в городе Казани. Ценой неимоверных усилий, легших в основном на пожилых людей, на женские и детские плечи, сельские труженики республики стабильно снабжали войска продовольствием. Без привлечения скажу, в ходе Великой Отечественной войны наша республика закалилась, окрепла, стала прочной системной основой государства-победителя. Вопреки попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, именно советский народ внес определяющий вклад в победу над фашизмом. Не случайно этот непреложный факт получил дополнительную конституционную защиту в поправке к основному закону страны в рамках реформы, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Коллеги, несмотря на тяжелейшие условия, послевоенные десятилетия стали периодом опережающего социально-экономического развития советского Татарстана. В первую очередь это касалось промышленности, рост к довоенному уровню в 3,5 раза, в которой произошел переход к развитию тяжелых отраслей, машиностроения, нефтедобывающего сектора. Справедливо это и для сельского хозяйства, где укрепилась база машино-тракторной станции, усилилась механизация, расширилось строительство жилья и объектов социально-культурно-бытового назначения. Безусловно, ТАССР в полной мере испытала на себе негативные последствия волюнтаристских решений тех лет, перезонирования, увлечения коллективными формами хозяйствования, интернационализации культуры. О насущных проблемах этого периода открыто говорили Гази Кашаф, Гумер Баширов, Нурихан Фаттах, Амирхан Яники, Сибгат Хаким, Салих Баттал, Наки Санбет. В то же время заслугой творческой интеллигенции того периода стало учреждение в 1958 году ежегодной премии имени Габдуллы Тукая. В то же время мощная научно-инженерная школа, энтузиазм населения, личное участие генералов в производстве позволили в ударные сроки освоить большую нефть Татарии, возвести на камень нефтехимкомбинат и шинный завод, построить КАМАЗ, превратить Казань в значимый центр самолета-прибора, машиностроения, отечественного ОПК, развить столицу и крупные промышленные узлы юго-востока республики, города Альметьевск, Нижнекамск, город Набережные Челны, восстановление народного хозяйства, всесоюзные стройки, появление новых производств, реализовать их, порой казавшихся несбыточными, приземлять на места, выпало на долю органов республиканской власти, партийных советских структур в городах и районах нашей автономии. Интересным феноменом тех лет стали меры по так называемому развитию социалистической демократии, привлечение широкой общественности к управлению государством путем расширения прав советов, профсоюзов и других. Старшее поколение наверняка еще помнит то разнообразие форм коллективной самоорганизации по месту жительства, на предприятиях, домкомы, уличкомы, ТОСы, женсоветы, ДНД и прочие формирования. Большое значение для организации молодежи имела пионерия и комсомол. Они сыграли важную роль в воспитании и объединении усилий не одного поколения молодых людей. К 1980 годам объем промышленной и сельскохозяйственной продукции, произведенной в расчете на одного татарстанца, на треть превышал аналогичный показатель по СССР. Однако, производя столько же, сколько 3 прибалтийские республики вместе, Татарстан имел бюджет меньший, чем каждая из них в отдельности. Было очевидно, что учащенная автономия существенно сдерживала возможности для дальнейшего социально-экономического развития республики. Поэтому в общественном сознании все большую популярность приобретала идея повышения государственного статуса Татарстана. Уважаемые участники заседания, новый политический курс второй половины 80-х годов, начала 90-х послужил мощным катализатором гражданской активности. В те годы он проявил исключительную смелость
и дальновидность. Внес весомый личный вклад в формирование новой политической и правовой системы республики, одновременно укрепление федеративных основ страны. Наряду со сбережением единства и многонационального народа, эти и многие другие его заслуги по достоинству оценены званием Героя труда Российской Федерации. К слову, он единственный из руководителей республики, кто был удостоен такой высочайшей награды за все 100-летнюю историю. Давайте по аплодисментами поблагодарим первого президента за его деятельность на благо Татарстана. Спасибо. Коллеги, в этом году важнейшему документу, задавшему вектор политико-правового реформирования национального государственного устройства республики, Татарстан, а я говорю о декларации, исполняется 30 лет. Реализуемое неотъемлемое право татарской нации, всего народа на самоопределение, как сказано в преамбуле, республика стала первопроходцем в освоении конституционно-договорных практик, отстаивания федерализма и толерантности в стране. Был принят ряд основополагающих документов, определивших архитектуру государственного устройства современного Татарстана, в значительной мере повлиявших на формирование политической системы страны. Впервые в нашей истории была самостоятельно разработана и утверждена новая Конституция, в основу которой легли Декларация о государственном суверенитете Татарстана и итоги впервые же проведенного референдума по государственному статусу республики. В 1991 году был учрежден Институт президентства. Конституция республики, принятая на год ранее федеральной, выступила одной из базовых опор конфигурации наших взаимоотношений с федеральным центром. Дух новаторства, нашедший выражение в опережающем нормотворчестве во многих сферах, зачастую вел к расхождениям, выстраиванию экономической политики, распоряжением собственностью, доходами и прочими. Тем не менее, руководители республики всегда искали и находили политические компромиссы с федеральным центром, который, кстати, разделял заинтересованность в развитии такого региона, как Татарстан. Опирались при этом на поддержку народа при защите наших позиций в самых различных инстанциях. Универсальным инструментом согласования интересов сторон и учета национально-исторической специфики того периода стали договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. Это 1994 и 2007 годы. В соответствии с ними республика взяла на себя ответственность за осуществление важнейших федеральных программ, разгрузив при этом центр от функций, исполнение которых на местах носит более эффективный характер. Речь прежде всего о программах газификации, переработки нефти, адресной социальной защиты, ликвидации ветхого жилья. Все это повлекло за собой рост занятости, стабилизацию экономики, повышение уровня жизни населения. В дальнейшем этот опыт сыграл свою роль в более точном и выверенном распределении полномочий между федеральными и региональными уровнями власти, оказал влияние на становление местного самоуправления. Оглядываясь на новейшую историю нашей республики, с гордостью отмечаем, что избранный путь оказался принципиально верным. В начале 90-х годов были заложены прочные основы современного татарстанского общества, главными ценностями которого стали гражданский мир и межнациональное согласие. Атрибуты политической практики тех лет, согласованное и конструктивное взаимодействие всех ветвей и органов власти, и сегодня составляют прочный фундамент действующей модели государственности Республики Татарстан. Наш подход, известный ныне как мягкое вхождение в рынок, позволил в значительной мере сохранить экономический потенциал в условиях переходного периода и избежать обвального падения уровня жизни населения. Формирование многоукладного сельского хозяйства с пониманием того, что село – источник национальной идентичности, способствовало сбережению и укреплению агропромышленного комплекса. Сегодня здесь успешно работают вертикально интегрированные агрохолдинги. До половины валовой продукции производят фермерские и личные подсобные хозяйства. Значимой составляющей модели Татарстана выступает государственная национальная политика,
направленные на утверждение атмосферы взаимного уважения между представителями 173 этносов, проживающих в нашей республике. Методическим и ресурсным центром этой работы является Ассамблея народов Татарстана и Дома дружбы, национально-культурное объединение, многонациональная воскресная школа. Шолок вакытта Республика Россия Федерациясы төбәкләрендә һәм чит илләрдәге барлык татарларны үзенә тартып торучы үзәк буларак, халкыбызның мәдәниятен саклап калу, ватандашларга ярдәм итү буенча үзенең бурычларын даими үтәп килә. Милли мәгарифкә үз карашын эзлекле яклый. Под патронажем государственного советника Татарстана Ментимир Шарифовича Шаймиева и при поддержке президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова республика приступила к реализации программы «Адамнар. Путь к согласию» по созданию в системе образования сети полилингвальных школ, учреждений. Уважаемые участники заседания, в середине 90-х годов с принятием новой Конституции России и Татарстана был уточнен правовой статус, сменилось название «Механизм формирования органов представительной власти». В 1995 году в парламент республики был преобразован в Государственный совет. Практическое воплощение получил базовый принцип правового государства – разделение и баланс властей. Впервые из системы государственной власти выводились органы местного самоуправления, получившие большую конституционную самостоятельность. За прошедшие годы депутатский корпус республики внес весомый вклад в становление татарстанской государственности, а если смотреть глубже, то и российского федерализма в целом. Наработан уникальный правовой массив, практикой стали парламентские слушания, кодификация и мониторинг, общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционное, публичное законотворчество. В соответствии с конституционным положением об идеологическом многообразии, статья 12, Госсоветы и местные советы действуют в условиях реальной многопартийности. Созданы правовые основы для появления целого ряда публичных институтов, присущих развитым демократическим государствам. Среди них контрольный орган, Счетная палата республики, Конституционный суд, уполномоченный по правам человека и по правам ребенка, омбудсмен по делам предпринимателей, институты мировых судей, Общественная палата, молодежный парламент при Государственном совете. Главной задачей органов государственной власти Татарстана всегда была и есть совместная работа по достижению единой цели – роста благосостояния жителей и защиты интересов самой республики. Залог наших успехов в выверенном балансе и взаимодействии всех ветвей и уровней власти на основе формулы «авторитетный президент», «сильный парламент», «эффективное правительство». Я бы к этому добавил ответственное местное самоуправление. Программно-целевыми ориентированиями в нашей работе выступает ежегодное послание президента республики Государственному совету «Стратегия 2030». При поддержке федерального руководства наработана солидная база взаимодействия с парламентариями, муниципальными депутатами российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья, соотечественниками. Осуществляем анализ мирового опыта парламентской работы, в том числе и на площадках Совета Европы. Значительный вклад в международное сотрудничество, привлечение инвестиций в экономику, повышение узнаваемости республики вносит действующий президент Рустам Нургалиевич Минниханов. Как мне кажется, удалось выйти на оптимальные формы взаимодействия с федеральным центром и институтами гражданского общества. Уважаемые участники заседания, убежден, действующая модель государственности Татарстана вправе считаться жизнеспособной, адекватной потребностям времени и интересам общественного развития. Это касается подходов к реализации инновационного, инвестиционного, промышленного и человеческого потенциала, инструктурных преобразований, межнационального согласия и других направлений деятельности органов власти. Без напряженной, системной и взаимосогласованной работы всех властных структур республики подобные достижения вряд ли были бы возможными. 23 апреля текущего года на заседании Госсовета был заслушан отчет о деятельности органов исполнительной власти в 2019 году. Четвертый раз он проходил в формате соответствия стратегии 2030.
Докладчиком, премьер-министром Республики Алексеем Валерьевичем Песошиным было отмечено успешное выполнение базовых целевых индикаторов. По основным макроэкономическим показателям республика входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. Татарстан на 4-м месте по сельскому хозяйству, на 5-м по промышленности, строительству и вводу жилья, на 6-м по объему ВРП и инвестициям, 7-м в розничной торговле. По итогам 2019 года с территории республики мобилизовано более 1 триллиона рублей доходов бюджета всех уровней. Из них около 73% направлено в федеральный бюджет. Республика активно включилась в реализацию стратегии прорывного развития страны, объявленной майским указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В прошлом году в рамках нацпроектов было построено и реконструировано 341 объект. Локомотивом социально-инфраструктурного развития республики выступает 50 президентских программ, в том числе инициирована единороссами программа «Наш двор». Оглядываясь на пройденную за вековую историю, нужно признать, это были поистине героические этапы в жизни многонационального Татарстана. Время завоевания уважения к республике, ее трудолюбивому народу, год установления и укрепления нашего общего Отечества. Считаю, что республика прошла этот путь достойно. Важно, что на этом пути органы государственной власти всегда опирались на понимание и поддержку наших жителей. Отдавая должное уважение всем этапам созидательного развития республики за прошедшие 100 лет, с особым признательностью вспомним всех, и тех лидеров, с именами которых связаны последние десятилетия успешного роста экономики, социальной и духовно-культурной сферы Татарстана. Это Зиннат Муратов, Семен Игнатьев, Салях Низамов, Камиль Фасеев, Фикрят Табеев, Рашид Мусин, Салих Батыев, Гумер Усманов, Анвар Багудинов, Шамиль Мустаев, Василий Лихачев, Мухаммад Сабиров, первый президент Татарстана Ментимир Шарипович Шаймиев и действующий президент Республики Татарстан Рустем Нургалиевич Минниханов. Давайте отблагодарим их. Их титаническими трудами были заложены и сегодня реализуются самые судьбоносные решения в жизни Татарстана. С искренней благодарностью отмечаем и созидательный вклад многих поколений инженерно-технических работников, рабочих и специалистов самых разных отраслей народного хозяйства, деятелей науки и культуры, достижения родной республики, ученых на всех этапах ее столетней истории. В наши дни Татарстан, располагающий мощным научно-техническим, промышленным, аграрным и человеческим потенциалом, является одним из опорных регионов, надежным системным основанием Российской Федерации. Учитывая, что треть временного горизонта стратегии 2030 позади, пору задуматься о следующем этапе развития и приоритетах, которые мы ставим перед собой. Стратегическая цель обозначена. Глобальный, конкурентоспособный, устойчивый субъект Федерации, полюс роста макрорегиона Волга-Кама. Залогом успешной реализации этих задуманных планов выступают выборы президента Татарстана и депутатов представительных органов власти муниципальных образований в сентябре текущего года, преемственность ответственной политики Рустама Нургалиевича Минниханова, получившей высокую оценку президента страны Путина, поддерживая его населением Татарстана, партийным большинством «Единой России» и в целом депутатского корпуса. Деятельность профессионального правительства республики. Контуры политической эволюции видятся в дальнейшем укреплении парламентаризма, субсидиарности, местных сообществ, институтов цифровой демократии. Тем более это заложено в логикой инициированной в нынешнем году конституционной реформы страны. Уважаемые коллеги, дорогие жители республики, на настоящем этапе перед нами стоят сложные задачи, которые отчасти созвучны тем, что решались и предыдущими поколениями. Однако в современных условиях они требуют инновационных подходов в решении, усилий всех и каждого на своем месте. Каким будет Татарстан, перешагнувший столетний рубеж? Какое место займет в обновляющейся федерации, в сетевом глобальном сообществе? Во многом зависит от нас с вами. Мы должны продемонстрировать, что у нас достаточно сил, прозорливости и достоинства не свернуть
с избранного пути. Позвольте поздравить всех вас со столетием, юбилеем Татарской ССР, пожелать благополучия, успехов в работе, всем нам мира и согласия. Байрам Белян. Ихтибар Алсын Рахмат. Спасибо. Уважаемые коллеги, на президиуме принято решение по случаю торжественного заседания попросить выступить представителей двух ведущих фракций в Государственном Совете Республики Татарстан. И позвольте мне представить слово для выступления представителям фракции КПРФ Миргалимову, депутату Миргалимову Хафизу Гаязовичу от фракции КПРФ. Уважаемый Рустам Нургалевич, Фарид Харулович, Ментимир Шарипович, уважаемые многонациональные, многоконфессиональные народы Республики Татарстан и наши избиратели, а также участники сегодняшнего торжественного заседания, посвященного столетию со дня образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Разрешите передать вам от нашего лидера партии КПРФ, председателя президиума ЦК КПРФ, товарища Зюганова Геннадия Андреевича, пламенный привет и поздравления, которые он адресовал народам Республики Татарстан. В руководстве нашей республики в связи со знаменательной датой, я бы сказал, знаковой со всей России, датой столетия Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Мы вчера, 26 мая, провели с участием товарища Зюганова Геннадия Андреевича, заместителя председателя КПРФ Афонина Вячеславовича, с участием более 10 регионов наших соседей, нашего партактива, представителей муниципального образования наших союзников, торжественное заседание в честь столетия образования ТАССР. На торжественном собрании выступил с докладом председатель президиума ЦК КПРФ Зюганов Геннадий Андреевич. В ходе торжественного собрания товарищ Зюганов наградил лучших сыновей и дочерей ТАССР медалью КПРФ, выпущенной в честь столетия ТАССР. Вот она, наш герб и наш красный цвет и наш флаг. Мы также будем проводить в городах, районах республики торжественные заседания и наградим лучших сыновей и дочерей советского периода, постсоветского периода и патриотов нашей России и Татарстана. КПРФ торжественно отметила юбилей Сталина, выдающего государственного деятеля, 150-летие основателя нашего советского государства, Компартии великого Ленина. Мы также отметили вместе с вами 75-летие со дня победы советского народа над фашистской Германией. КПРФ достойна наследница КПСС, партия, которую организовала, мобилизовала, руководила великой страной СССР. Она была каркасом, фундаментом величайшей страны в мире СССР. Нам, коммунистам 21 века, нечего стыдиться за наше прошлое, настоящее и будущее нашей великой страны СССР-Россия, ТАССР-Республика Татарстан. Да, как было сказано в докладе Фарида Харуловича, были драматические, порой трагические страницы в истории советского государства, татарской АССР. Но были какие победы, торжества, достижения, великие совершения, темпы развития всех отраслей народного хозяйства, в решении социальных вопросов, которые российский капитализм, в кавычках, не решит никогда. Я обязан констатировать, что без победоносной, великой Октябрьской социалистической революции, столетия со дня, который мы отметили, не было бы татарской автономной Советской Социалистической Республики. Только Великий Октябрь освободил всю народ России, в том числе татарский народ, от гнета капитала и царизма. В 1917 году в России
труд победил капитал. Образование Татарской ССР явили в истории нашей страны одну из ярких страниц непосредственно практически воплощения в жизнь ленинской национальной политики. Политической, юридической основы создания национальной государственности, татарского народа и других национальностей. И как всех народов России стали провозглашены советским правительством равенство, суверенство всех народов России, право народов на свободное самоопределение, добровольных объединений в едином многонациональном государстве и всяких национальных, без всяких религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств и групп, населяющих территорию России. Великий Ленин сказал, никакой не привилегии ни одному языку. Всем языкам надо создавать одинаковые материальные, духовные, идеологические, финансовые и другие возможности. Как было сказано в докладе Фарид Харуловича, действительно, решение создания ТАССР было принято заседание Политбюро ЦК КПРФ 26 января 2020 года. Рабочая комиссия возглавил великий Сталин, который определял политику нашего государства после Ленина. Мы гордимся, что основателем нашей республики был Ильич Ленин, который поставил свою подпись под декретом создания ТАССР. И навсегда вошла в историю многонационального народа Татарстана и других. Вполне закономерно, заслуженно, что в центральной площади Казань стоит памятник великому Ленину и во всех муниципальных образованиях. 3 лидера татарских коммунистов стали организаторами молодой республики. Бурган Мансуров, член президиума Центрального бюро коммунистической организации народа Востока при ЦК РКПБ, редактор газеты «Ще». Мирсаид Султангалиев, заместитель председателя Центрального бюро коммунистической организации народа Востока. Сакей Бересаид Галиев, председатель Центрального бюро коммунистической организации народа Востока. 5 июня 2020 года Ревком республики возглавил Сахиб Гарей Галиев, известный татарский большевик. 26 сентября 2020 года состоялся первый съезд Советов ТАССР, на котором был избран ТАЦИК во главе товарищем Мансуровым, Совет народных комиссаров, председателем которого стал Сахиб Гарей Галиев. Строить новый мир новой республики пришлось почти с нуля. Но коммунистическая партия, советская власть все сделает для того, чтобы ТАССР восстановить, ввести в строй новые промышленные объекты, заводы, в том числе оборонном комплексе. В Татарстане индустриализация, коллективизация, культурная революция проводилась на высочайшем уровне. За это время было построено и реконструировано более 100 промышленных предприятий. Обратите внимание, возникли целые отрасли современных производств, машиностроительные, нефтехимические, энергетические, легкой промышленности, которые в конце 20-х годов перешли в частную собственность. Начали открываться высшие учебные заведения, появилась филармония и все остальное. Обратите внимание, ТАССР, сжатый срок строительства, было открыто 1337 татарских школ. А при царизме Казанского губернатора всего-навсего было 35 татарских школ. Да, в годы войны, перед войной, советская власть, руководители СССР, ТАССР приложили огромные усилия насчет развития оборонного комплекса. Это самолеты П-2. Ученые были, Академия наук переселены почти 5000 своих семей. Они сделали большое дело. Да, показали героизм, мужество, патриотизм, любовь к отчизне. Гаврилов, Джалиль, Гафятуллин, Загитов, Свердланов и другие. Более 200 действительно лучших сыновей и дочерей Татарстана стали героями Советского Союза. В первых рядах Великой войны воевали коммунисты-комсомольцы за свободу, независимость нашей великой родины СССР. Годы, которые прошли ТАССР, они не бесследны, они всегда останутся в памяти нашего многонационального народа. Конец 40-х годов ознаменовал новый этап развития ТАССР. Нефтяные рождения, да, неуклонный рост научных, культурных торжества. Завод ОРГ-7 в 1959 году, каков сейчас его расцвет, это тоже подчеркивает преемственность. Посмотрите, Камский промышленный комплекс, Нижнекамск,
город, завод, КАМАЗ, между прочим, Белокаменная, я скажу насчет первых руководителей. Все это фундаменты того республики, которая сегодня есть. Все успехи и достижения социально-экономического развития ТАССР – это заслуга трудолюбивого многонационального народа Республики Татарстан под руководством областного комитета КПРФ, Совета министров и руководства СССР. Не раз к нам приехали первые лица, и Косыгин, и министр Непорожный, и другие. Как говорил великий Сталин, кадры решают все. Именно благодаря целой плеяде коммунистов руководителей нашего автономной Советской Социалистической Республики была награждена 3 орденами СССР. Мне хотелось на этом торжественном заседании озвучить имена тех коммунистов, руководителей, которые внесли огромный вклад в развитие ТАССР. Некоторых я озвучу. Это Муратов Зинат Ибятович, 44-59 годах руководил. Табиев Фикрет Ахмеджанович. Именно этот руководитель много вложил в социально-экономическом, промышленном развитии нашей многонациональной республики. Один только КАМАЗ чего стоит? Было уже 20 районов, которые могли бы строить завод. Он пробил и правильно сделал. Нижнекемецкий комплекс, развитие нефтяной отрасли. Мусин Рашид Мусинович, я его много раз слушал. Это был великолепный руководитель, оратор, достойный первый секретарь. Усманов Гумар Исмагилович. Товарищ, я хочу остановиться. Это тот руководитель, который много вырастил, расставил руководящие должности, воспитал. Так уж получилось, что в случае, но он никогда никому ничего такого не сказал. Сказал, все мои ученики достойные, которые ведут достойно должностях, развивают нашу ТАССР. У меня с ним было 3 встречи по 3 часа. Есть мне что сказать, наверное, я отражу свои, если сумеешь, успею, в книгах. Конечно, Шаймиев Митя Шарипович. Острые моменты, эпохальные, переход от одной страны, формации другой. Ну, такого человека послала, наверное, сама история, который сохранил преемственность, покой и развитие нашей республики. Я не могу не сказать и для Тулера Рамазановича. Так уж получилось, не стало страны. Так уж получилось, не стороны КПСС. Он достойно вносит ту долю испытаний, которая к нему выпала. Беляев Раис Киямович, легендарный человек, первый секретарь обкома, 10 лет он месил грязь, строили города, строил, как говорится, КАМАЗ, столько временных поселков, а как же иначе? Секретарь Рискома – это достойный, легендарный исторический личность. Я не могу не сказать о Сабирове Мухаммадгалямовиче. Ментимир Шарипович, Фарид Харулович, Мухаммадгалямович провели столько бессонных ночей в Москве, в Казани, но все-таки ту долю испытаний, которая им выпала, они решили. Последние десятилетия заканчиваю. 20 века ТАССР не стало. Это был следствием разрушения СССР, внешней и внутренней контрреволюции. Вместе Татарской автономной Советской Социалистической Республики появилась Республика Татарстан. Во многом, благодаря большому запасу прочности нефтяной отрасли, которая заложена в советский период, Татарстан пережил непростое перестроечное время с меньшими потерями, что другие регионы сохранили КАМАЗ, были сложности, завод-двигатель сгорел, нефтехимию. Товарищ, насчет Лимаева не могу не сказать, это же его заслуга, который руководил и построил, и вел этот корабль химиков. Аграрный сектор, столько успехов, строительной отрасли. Сегодня Республика Татарстан во многом показателям социально-экономического развития является одним из передовых субъектов Российской Федерации. Татарстан стал очагом многих инициатив, проектов в области народного образования, профессионального искусства, проведения международных форумов, самым актуальным проблемам. Я не могу не сказать несколько слов о наших недостатках. Однако в нашей республике, как в всей России, социально-экономический финансовый кризис продолжается по объективным, субъективным причинам. Произошло огромное
расслоение социальное, падают реальные доходы населения, растут доллар в бедных, растут тарифы ЖКХ, общественный транспорт, цены продуктов питания, лекарства, электроэнергии и топлива. Последние события испытывают нашу систему капиталистическую, наших руководителей на прочность, на жизнеспособность управления, преодолеть кризис явления, которые есть по всей Российской Федерации. Мы, коммунисты КПРФ, считаем и убеждены, эти и другие проблемы в интересах трудового народа, именно трудового народа, можно и нужно решить только в условиях социализма. Когда будет общество социальной справедливости, подлинное народовластие, к достижению этой великой цели мы приложили и будем прилагать все усилия. Спасибо за внимание. С праздником! Бейрам белән Тайсырның 100 жыллыгы котлы булсын. Рахмет. Спасибо. Спасибо. Просьба выдерживать регламент, который у нас имеется. Слово представляется Ильшату Равкатовичу Гафурову, депутату Государственного совета, ректору Казанского федерального университета. Пожалуйста. Ильшат Равкатович. Глубоко уважаемый Рустам Нургалеевич, Антимир Шарипович, Фарид Харулович, Алексей Валерьевич. В своем выступлении уважаемый глава нашего парламента и лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Харулович ярко и всесторонне осветил основные вехи государственного строительства нашей республики. Я же, в свою очередь, будучи председателем Совета ректоров, хочу акцентировать ваше внимание, уважаемые коллеги, на роли в истории Татарстана, нашей высшей школы и ее флагмана Казанского университета. Наш университет по праву занимает достойное место в славной летописи республики, ее истории, культуре, науке, общественном развитии. Еще в XIX веке он приобрел славу одного из мировых центров изучения мусульманского Востока и Центральной Азии. Это позволило университету стать очагом формирования национального самосознания татарского народа, подготовки национальной интеллигенции, центром просвещения широких масс. На заре формирования республики, после опустошительной гражданской войны, голода, эпидемии тифа, перед ТАССР стояла сверхважная задача восстановления экономики и ее ускоренного перехода на индустриальные рельсы. Одним из первых подготовку кадров для народного хозяйства активно включился и Казанский университет. В ответ на стремление трудящейся молодежи получить высшее образование в университете был открыт рабочий факультет, знаменитый РАФАК, который на протяжении 20 лет занимался массовой подготовкой национальных кадров. Среди тех, кто прошел школу рабочих факультетов Казанского университета, мы с гордостью вспоминаем нашего великого поэта-героя Мусу Джалиля. Выпускники и преподаватели университета стояли у истоков создания и организации научно-исследовательской и краеведческой работы молодой республики. С их участием происходит формирование новой генерации научного сообщества, расширение тематики исследовательской работы, а также первые попытки проведения комплексных экспедиций в районах. Институт на базе аэродинамического отделения нашего университета. За годы первых пятилеток ТАССР совершила стремительный скачок в своем научно-техническом развитии и стала одним из крупнейших научных и образовательных центров страны. Стоявшая тогда перед страной повестка создания отраслевых вузов была исполнена в республике прежде всего за счет Казанского университета, игравшего на протяжении этого периода роль донора. Огненная линия фронта Великой Отечественной войны, конечно же, не дошла до нашего края, но здесь пролегла другая стезя, без которой также была невозможна Великая Победа. Это линия научной обороны. С самого начала военного лихолетия Казань была выбрана местом эвакуации Президиума Академии наук СССР. В общей сложности, как здесь уже говорили, к нам переехало 33 научных учреждения, перед которыми была поставлена задача оказания помощи предприятиям по разработке и совершенствованию производства оборонной продукции, мобилизации сырьевых ресурсов, замене дефицитных
привозных материалов местными. Подчеркну особую роль наших медиков, профессоров, врачей, самоотверженно работавших в ИВАК-госпиталях Казани. В 1941 году в Казань вернулся великий советский хирург, выпускник и профессор Казанского университета Александр Васильевич Вишневский. Множество жизней были спасены его руками, но еще сотни тысяч были спасены благодаря его масляно-бальзамическим повязкам и новокаиновой блокаде, которую он разработал в университете. По сути, он одним из первых заложил основу весьма актуальной и сегодня трансляционной медицины, когда научные разработки быстро внедряются в практику и спасают жизни пациентов. Университетские химики под руководством Александра Арбузова в годы Великой Отечественной войны проводили исследования, которые дали возможность улучшить качество и морозостойкость синтетического каучука. Был разработан новый метод получения исходных продуктов для синтеза разнообразных пластмасс. В Казанском авиационном институте была организована первая в вузах страны кафедра реактивных двигателей, на заведование которой был направлен Валентин Глушко, основоположник отечественного ракетного двигателя строения. В числе первых преподавателей кафедры был и великий советский конструктор Сергей Павлович Королев. В связи с ограниченным временем я привел лишь маленькую толику примеров. В целом же путь, пройденный татарстанскими учреждениями университетской и академической науки за годы войны, показал тесную связь научных учреждений с насущными потребностями страны. Этот период стал одним из самых плодотворных в истории развития науки в республике, когда были достигнуты крупные успехи в развитии научных направлений в области физики, химии, математики, механики, заложены основы формирования центров фундаментальных и прикладных исследований как составной части советской науки, внесшей достойный вклад в великую победу. В послевоенное время наши вузы наращивали усилия по подготовке кадров и развертыванию научных исследований. Значительно увеличилось число вузов, возрастало количество студентов, повсеместно открывались новые специальности. С конца 40-х, начала 50-х большая часть новых специальностей была связана с добычей и переработкой нефти, на что определяющим образом повлияли такие события, как открытие первой промышленной нефти в районе Шугурова, затем Девонской нефти в Бавлах и самое значительное открытие 1948 года большой Девонской нефти у села Ромашкино, гигантского месторождения, входящего в первую десятку крупнейших месторождений мира. Таким образом, гипотеза о богатых недрах Татарстана, выдвинутая геологами Казанского университета еще в середине 30-х годов, были убедительно подтверждены. Одним из ярчайших представителей геологического отделения нашего университета был, конечно же, Андрей Алексеевич Трофимов, легендарный исследователь и практик, который в 1944 году, 32 года, получил звание Герой труда за открытие Кизенбулатского месторождения в Башкирии. Он является одним из создателей крупнейшего научно-образовательного центра нашей страны, Новосибирского академгородка, и первооткрывателем нефти в Западной и Восточной Сибири, а также гигантских залежей природного газа в газогидратной форме. Образованный в 1949 году, геологический факультет Казанского университета стал общепризнанным лидером отрасли в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, компанию которому с середины 50-х составили новые факультеты Казанского химико-технологического института и затем Альметьевского филиала Московского нефтяного института. А первые кадры уже для нефтехимии были подготовлены на химфаке КГУ и КХТИ. За прошедшие годы Казанский университет выпустил свыше 3000 специалистов для нефтегазовой отрасли, которые работают во всех уголках России и за рубежом. Среди них выдающиеся ученые, крупные руководители нефтяной и газовой промышленности. Во второй половине 20 века в Казани создаются новые научные школы и образовательные программы в области машиностроения, информационных технологий, энергетики, строительства, медицины. Бурные 90-е преподаватели, сотрудники, студенты вузов республики стали активными участниками процессов национально-государственного строительства постперестроечного времени. Особая роль здесь принадлежит ведущим правоведам и историкам университета, участвовавшим в работе над всеми важнейшими основополагающими документами нового Татарстана. Это десятилетие выдалось непростым для научно-образовательной системы как в стране в целом,
так и в Татарстане. Неизбежными атрибутами этого периода стали резкое сокращение работника и преподавателя. Тем не менее, именно в эти годы академическое сообщество республики начинает масштабные, фундаментальные и прикладные исследования, образованных в 1991 году Академии наук Татарстана. Важным стимулом для развития исторических исследований стало участие в реализации программ по обоснованию тысячелетия столицы нашей республики, города Казани и города Елабуги, изучение этноисторической идентичности народов Татарстана, структуре общероссийской гражданской идентичности. Развитие тюркологических и исламоведческих исследований имело большое значение, и Российской Федерации возложена ответственность за развитие коммуникаций с теми странами, где ислам – основная религия. Президент нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов неоднократно подчеркивал, что Татарстан – это регион с особой миссией. Здесь хранится многовековой опыт межнационального и межконфессионального мира. В этой связи хочу подчеркнуть большую роль научно-методического сопровождения академическим сообществом республики масштабных гуманитарных проектов под руководством первого президента нашей республики Ментимира Шариповича Шаймиева, реализованных Республиканским фондом возрождения памятников и культуры. В результате созидательной работы ученых исторические объекты древнего города Болгар и острова Града Свияжск были включены вслед за Казанским Кремлем в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что сделало Татарстан еще более узнаваемым далеко за пределами нашей страны. Хочу особо подчеркнуть, что татарстанские исторические и археологические школы, сформированные сегодня в коллаборации с ведущими академическими институтами по продвижению истории и культуры народов Татарстана, как уникальной составляющей мирового гуманитарного достояния. В настоящее время Татарстан обладает огромным научно-образовательным потенциалом. У нас сегодня имеется 44 вуза, большое количество научных учреждений и конструкторских бюро. Обучается порядка 150 тысяч студентов из более чем 120 стран мира. И весь этот потенциал нацелен сегодня на укрепление научно-технологического лидерства республики, на обеспечение ее долгосрочной экономической устойчивости. В заключение хочу от всего сердца поздравить всех нас с этой судьбоносной датой в истории нашей любимой республики. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ильшат Рафкат. Присаживайтесь, пожалуйста. Позвольте представить слово для выступления президенту Республики Татарстан Рустему Нургалиевичу Минниханову. Уважаемый Фарид Хайрулович, Ментимир Шарипович, Алексей Валерьевич, уважаемые депутаты, хурматлы ватандашлар. Юбилейная сессия Государственного Совета Республики проходит в исторический день столетия подписания декрета об учреждении автономной Татарской Республики. Бу истәлекле документ Татарстан тарихында дәүләтчелекнең яңа битләрен ачты. Благодарю вас, уважаемый Фарид Хайрулович, за обстоятельный доклад. Действительно, образование ТСР стало историческим актом воссоздания нашей государственности, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических и социально-культурных прав всех народов, проживающих на территории Татарстана. За короткое время была создана мощная индустриальная и научно-образовательная база. Произошел расцвет культуры татарского народа. Все это создало необходимые условия перехода к нынешней форме государственности Республики Татарстан. На основе указа президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича от 25 апреля 2018 года, 2020 год мы объявили годом столетия образования родной республики. Я бы попросил, уважаемые коллеги, аплодисментами поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича за данный указ.
19 декабря 2019 года на Казань-Экспо был дан старт юбилейным мероприятиям. Нас поддержали федеральные ведомства, выпущена юбилейная монета. Сегодня состоялось сгощение маркированного конверта, посвященного столетию образования ТССР. Большое количество мероприятий в онлайн-формате проводят республиканские организации и муниципальное образование, ну и, конечно же, наша компания. В условиях пандемии несколько скорректировали наши планы, но мы обязательно найдем возможность торжественно провести основные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате. Мы благодарны всем поколениям татарстанцев, внесших весомый вклад в становление и развитие родной республики. Особые слова признательности первому президенту Республики Татарстан Ментимир Шаймиеву, оказавшему определяющее влияние на ход новейшей истории Татарстана. Ментимир Шаймиевич, бик зор рахмат сізге. Барыбызны да шын көңілден ұлы байрам белән котлыйм. Яңа 100 еллык Татарстан Республикасына динамик үсеш алып килсен, халкыбызга иминлек һәм иртәгәсе көнгә ышаныч китерсен. Сердечно поздравляю всех жителей республики, наших соотечественников и друзей со столетним юбилеем. Мира, счастья и благополучия вам, дорогие друзья! Уважаемые участники торжественного собрания, учреждена государственная награда, медаль столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Хочу вручить ее людям, внесших большой вклад в развитие татарского парламентаризма. Я прошу оказать мне помощь засчитать эти указы. Татарстан Республикасы президенты указы негізінде Татарстан Республикасының дәүләтчелеген үстерүгә, аның социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш кертү һәм актив җәмәгать эшчәнлеге өчен Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Мөхәммәтшин Фәрид Хайрулла улы бүләкләнде. Указом президента Республики Татарстан за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности, медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награждены ветеран труда Липушина Валентина Николаевна. Ветеран труда Богачев Евгений Борисович. Поздравляю. Расчувствовался Евгений Борисович, хочет несколько ответных слов сказать. Я очень мало выступал. Я 30 лет был депутатом, но здесь мало выступал. Я в комиссиях работал. Вот сегодня я хотел бы пару слов сказать. Во-первых, огромное спасибо за внимание, за поддержку Рустему Нургалиевичу, Ментимиру Шариповичу, Фарид Хайрулловичу за все эти годы, которые я здесь, которые я занимал определенные должности.
Я сам с Украины. Вот, 61 год я здесь. Сейчас я уже не знаю, кто я. У меня мама украинка, отец русский. И вот я все эти годы был министром бытовслужия. Наше министерство модели демонстрировало и в Париже, и в Австрии, и везде. Благодаря поддержке руководства республики мы создали лучшую систему. Тогда миллионы одежды шили, трикотажа, там что такое, что у нас было. У нас все учились. Но я вам скажу, в чем секрет был успеха в те годы. Мы давали по 20-30% рост в год. Сейчас я смотрю, вот 0,5%, 1%, уже все остановилось, все пошло вверх вроде. Какой вверх? Успех был в чем? За 23 года, когда я был руководителем, замминистра и министром бытообслуживания, нас проверяло только две существенные проверки. Партконтроль ЦК КПСС, Пельша, по-моему, возглавляла, и Народный контроль СССР. Никаких проверок я вот не знал существенных, вот которые сейчас там пожарники идут, берут, те идут. Мы могли работать, руки были развязаны, вы понимаете? Вперед, не было этих штатов раздутых, проверяющих. Но дальше началась перестройка, 85-й и так далее, пошло развал, болтовня и все проще. Тогда был такой анекдот, ну хорошо, перестройка и гласность, а что дальше будет? Ну, говорит, дальше что? Гласные исчезнут, согласные останутся. После этого. Вот остались, согласны. Мы идем вперед. Я хотел бы сказать в отношении, вот как русский, вот я иногда в прессе был, особенно в те годы, которые у нас бурлило и суверенитеты, там, отделиться от России и так далее. Вот мне, как русскому, вот запомнился один такой факт. Чуть похвалюсь даже. Вот здесь я был депутат, может, России уже был депутат в это время, я не помню, 90-й, там, 89-й. Там. Вот. Толпа встречает с повязками зелеными. Там. Кричат на нас, на депутатов, кто идет. Я прохожу, я же русский. Вообще мне надо тут... депутат. Один выходит, говорит, это, говорит, Богачев. Он наш человек. У него 40 тысяч работающих в бытовом обслуживании. Моя жена, говорит, дочь ее работают все. Все замолчали. Вы представляете, как было мне приятно? Какое отношение к русским я вот в Татарстане все 60 этих лет ощущал. Я избирался не по партийным спискам все эти годы. Я был с конкурентами. В России я избирался 5 наших районов, где в основном татарское население. Там Мар, Сабы, Балтаси, Воротгодыч. Вначале не поддерживал, потом поддержал уже и так далее. Куквар и прочее. Помните, вы потом отмечали, Рустам Ильич, как это? Вы в Арске были тогда. Банкет был. Будь здоров. Сейчас же нельзя уже ни банкетов, ни собираться, ничего. И вот это мне сказали заранее, 5 конкурентов. Это чисто татарские районы, ты не пройдешь. Ерунда все. Меня поддерживали и татарские, и русские, я не знаю. Я прошел там. Это все я хочу сказать тем недоброжелателям, которые нет-нет еще когда-то вставляют какие-то шпильки, то, что в нас там что-то, чего-то. У нас, может быть, не столько много русских у руководства, но я когда-то моему другу говорил, смотри, я представитель Национального банка Татарстана. Национальный банк надо же местно поставить. Но мне доверили русскому. Ты, говорю, у меня друг Барадов, председатель суда был, ты же русский, председатель Верховного суда. Мы можем обижаться на республику? Нет, я пришел сюда с Украины далеко, у меня никого родственников нет. Ну, сейчас-то уже есть жена татарка у меня, ну, все. Никого. Но здесь был всегда простор любому
любой национальности, кто хочет работать и работать нормально. И сейчас ведь такие годы мы с вами прожили те, когда ни зарплаты, ни пенсии, ни другие области по 3, по 4, по полгода задерживали. Во главе вас, я вашу команду водил, мы находили эти деньги. Я не вылазил с самолета, Россию такие наладил с ним отношения, что наличку везли, и у нас не было этих задержек зарплаты. Вы помните? Вовремя было все, даже в эти годы тяжелейшие. Меня Казахстан, вот мы как-то, он был здесь, это Назарбаев, мы в аэропорту ее провожали, Лихачев, он говорит: Евгений, я председатель банка национального, Евгений, помоги мне, у меня банки дохлые, говорит, дай денег немного, но это же другая республика. Я говорю: ладно, мы обсудим это дело. Вот так. Какая республика, какое сельское хозяйство у нас? Бессменный Марат Готович. Я зачитывался его докладами. Он такие дает доклады, это поэты так не сочиняют. Все у нас вверх. Все. Нет. Я сейчас руковожу клубом баскетбольным. Приезжают иностранцы, но я им рассказываю потенциал Татарстана. У нас и оборонка там есть, у нас Танека, нефть, химия и так далее. У нас сельское хозяйство, мы очень часто обгоняем и Краснодар, и Ростов, и по многим показателям, говорю. Благодаря тому, что здесь сельское хозяйство не может жить, окупать само себя. Только поддержка руководства, только бюджетная поддержка, только внимание и такие кадры, как вот Марат Готович. Спасибо вам за наше сотрудничество. Мы с вами сотрудничаем в трудные времена, кредиты, там это, другое. А какой у нас майский комбинат прекрасный. До сих пор. Я поддерживаю их даже, до сих пор. Спасибо, Евгений Борисович. Нет, прекрасный. У нас... Я хвалю овощи, то узбекские, там это, азербайджанские там и так далее. Наши, я считаю, никакой не трату, самые лучшие. Вот я скажу, что создано много, и все перечислено было в докладе. Я участие в этом принимал свое. В меру сил старался всегда быть в вашей команде. Сейчас, Рустам Нуриевичем, мы создали с вами, с Митимир Шевчем, сильнейшую банковскую систему, которая сейчас, ну ладно, не буду я критиковать, некорректно мне. Хотя значок у меня здесь, вот здесь один значок. Команда баскетбол. Да, у меня значок есть отличник Банка России, самая высокая награда. Но я радовался и позвонил Митимиру Шевчевичу, говорю, в те грустные времена, что Россия просит в Америке кредит 500 миллионов долларов. Не миллиарды, тогда была нищета. Банки наши сегодня дали кредитные ресурсы $1 миллиард. Мы достигли, давным-давно было. Мы достигли, но мы молчали это. У нас 25 самостоятельных банков было. Молчали, чтобы никто не просил нас. Я не буду говорить, я скажу одно. Есть такая, притча, анекдот, притча, например. Может быть, вы знаете, какая разница между украинцем и хохлом? Вот. Хохол, украинцев называют хохлами. О! Украинец живет на Украине, а хохол где лучше. Вот я хохол, спасибо вам огромное за мою поддержку меня. Спасибо. Спасибо за награду. Спасибо я большое. Не ожидал. Очень приятно. Спасибо. Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Игътисад, инвестициялар һәм эшкуарлык комитеты әгъзасы Галеев Марат Гади улы бүләкләнде. Бүләкләр тапшырылды.
Рустам Нургалиевич, уважаемые коллеги, от имени получивших сегодня из рук президента этих первых наград, связанных со столетием образования нашей республики, для нас это большая честь. Спасибо за оценку депутатскую, спасибо за награды. И будьте уверены, этот парламент, наш Госсовет готов любые стратегические задачи на перспективу и сегодня решать совместно с ветвями органами власти и с нашим президентом. Спасибо вам большое. Коллеги, мы завершаем обсуждение, выступление. Поблагодарю выступающих. У вас на руках подготовленный проект постановления. Я уверен, вы с ним познакомились, тщательно работали с ним все наши институты. Позвольте поставить на голосование подготовленный проект постановления о столетии со дня подписания декрета об автономной Татарской Социалистической Советской Республике. Кто за, прошу проголосовать. Решение принимается. Коллеги, выношу предложение торжественное заседание Государственного Совета объявить закрытым и прошу за это проголосовать. Сейчас, после закрытия. Решение принимается. Торжественное заседание Государственного Совета, посвященное декрету и столетию образования ТССР, объявляется закрытым. Еще раз, коллеги, с праздником, если так можно сказать, с юбилейной датой. Историческое заседание Государственного Совета. Мы все с вами счастливые люди, что сегодня отмечаем эту дату, вспоминаем тех, кто внес свой вклад в развитие республики.
и, конечно, нацелены на большую дальнейшую созидательную работу. Я сейчас попрошу коллег, депутатов и участников заседания обязательно посмотреть подготовленную выставку в фойе второго этажа. Там исторические вещи есть, памятные вещи. Можно сфотографироваться на память в день столетия образования ТАССР. Это будет очень памятное. Амаев Азат Киямович, есть объявление? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Hürmetli tomoshachilar, tag'in bir martaba sizga xayrli kun. Татар мәдәнияте күп кырлы, күп жанрлы өлкә. Аның һәр жанрының безнең халкыбызга гына хас үзенчәлеге, үсеш тарихы бар. Бүгенге концерт программасын әзерләгән вакытта да без аңа халык, ретро җырларын, әсәрләрне, спектакльләрдән өзекләр, биюләрне керттек. Биредә безнең алтын фондыбызның бер өлеше. Безнең максатыбыз бу мирасны яздырып, җыентык һәм вакыт капсуласы итеп 100 еллык ишендә мәдәнияттә булган иң мөһим вакыйгаларны киләчәк буыннарга саклап калу. Мин моны безнең уку йортының бурычы дип саныйм. 50 еллык тарихы ишендә Мәдәният институты милли иҗатны үстерүче буларак танылды һәм бу юнәлештә эшен дәвам итә. Шәхсән без татар мәдәниятенә зур йогынты ясаган шәхесләрне, күренекле режиссерларны, драматургларны, кино һәм телевидение хезмәткәрләрен, рәссамнарны, җырчыларны, биючеләрне, көй язучыларны, китапханәчеләрне, музей хезмәткәрләрен бу җыентыкка, флешкага тупладык. Мәдәният буыннар чылбыры. Адәм баласына бирелгән иң мөһим сәләтләрнең берсе хәтер. Хәтер безгә вакыт барышын туярга, үткәннәрдән гыйбрәт алырга, киләчәккә өмет белән карарга мөмкинлек бирә. Һәр бер чор халкының иң изге бурычы алдагы буыннар тәҗрибәсен, иҗатын, мәдәниятын саклау һәм киләчәк буыннарга үрнәк итеп тапшыру. Моннан 100 ел элек автономияле татар социалистик Совет Республикасы оештырылу турындагы декретка кул куелгач, ул чорның зыялылары алдына да нәкъ шул сораулар килеп баса. Татар мәдәнияты нинди үсеш юлыннан китәргә тиеш? Яңа шартларда алдагы буыннар мирасын ничек югалтмаска? Автономия белән бергә 20нче еллардан ук мәдәният өлкәсендә яңа мөмкинлекләр дә ачыла. Театраль техникум булдырыла, таткино документаль картиналар төшерә башлый, Татар академия театры оеша, опера театры, яшь тамашачы театры, Уршак театры барлыкка килә. Филармония, язучылар һәм рәссамнар берлекләре ачыла. Бер сүз белән әйткәндә, мәдәниятның барлык өлкәләре дә профессиональләшә. Яңа исемнәр, яңа әсәрләр, яңа чор формалаша. Salar xəbər şillərdə biz qabızğan otlar yaktı yanar xizmət ilində. Biz kiş almağan, yox para urman, biz jing almağan, düşman tumağan,
Безнең байраклар котлыйлар алар хезмәт бәйрәмен. Эш өстенә гөрләп үсәбез, гасырларны елда үтәбез. Чыныккан якты тырыштай без үсәбез, ныгы шулай үсәбез. Biz kabızgan utlar sünmez alar kadar jillerde. Biz kabızgan utlar yaktı yanar hizmet ilinde. Bizning bokşalar, şeşek atalar, il kürke için. Bizning tilekler utta yanalar, zor emel için. Eş üstünde gürlep üsteriz, asırlarını yolda üteriz. Şınıkkan yaktı kırıştay biz üsteriz, nığır şulay üsteriz. Şınıkkan yaktı kırıştay biz üsteriz, nığır şulay üsteriz. Вакыт капсуласы ул бик кызыклы проект, иштәлеге ягыннан да исеме дә бик кызыклы, тылсымлы исем дип әйтер идем, чөнки әлеге проектның менә хәзергесе вакытта безнең тирәдә баруы бер төрле фикер тудыра. Син аңлый башлыйсың, менә хәзерге синең хатирәләрең хәзерге көн барысы да яздырылачак һәм хроника булып киләчәк буыннарга тапшырылачак. Мин үзем шул хроникаларны бүгенге көндә эшләүче, җитештерүче, җитештерүче бер кеше буларак, әлеге флешкага киләчәк буыннарга тапшырыр өчен бүгенге көндә телевидениедә булган тарихи тапшыруларны, тарихи проектларны яздырдым, тупладым. Бу бик мөһим, чөнки бүгенге көндә без кайсы гына авылга барсак та, кайсы гына шәһәр тарихын өйрәнсәк тә, һәр вакытта да шул хроникаларга әйләнеп кайтабыз. Һәм бүгенге көндә без төшергән кадрлар, алар киләчәк буыннарга да нәкъ шундый кадерле хроника булсын иде дигән теләктә калабыз. Бу бик мөһим әйбер, чөнки ТССР башланганнан бирле бездә үзебезнең кинохроника студиясы булуын мин бик зур бәхет дип саныйм. Киләчәктә дә менә шушы материаллар югалмасын иде, киштәләрдән бер кая да китмәсен иде. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк.
Қайынарым кеткен сайын мен ақыл изеп қала ауылымның тираяғын қайынар безеп ала Қайынарым кеткен сайын маңайып қарап қала қайғыларны хәсретлеріне қайынар ұрлап қала Шуңа мекен қайынарының яралары қап-қара Қайынарым елап қала Қайынарым елап қала Қайынарым елай қайғылар ерап қала Қайынарым туған я қайынарым Қайынарым минем яққа мұңайып қарап қала Мұңайып қарап қалса да қайынар апа қала Шуңа мекен қайынарының яралары қап-қара Қайынарым елап қала Қайынарым елап қала Қайынарым елай қайғылар ерап қала Шуңа мекен қайынарының яралары қап-қара Қайынарым елап қала Қайынарым елап қала Қайынарым елай қайғылар ерап қала Сайрый бұлбұл өзенде, сайрый бұлбұллар өзенде, үзәгім үзілгенде. Сайрый бұлбұллар өзенде, үзәгім үзілгенде. Сайрый бұлбұллар өзенде, үзәгім үзілгенде. Су бойына düşkən inim yaprak yarratal direk Yana desem yalqını yok yalqınsız yana yerek Yana desem yalqını yok, yalqınsız yana yerek Yana desem yalqını yok, yalqınsız yana yerek Atlar kile atlap olmaz şeşegin tapta Sağınığında qarar idim qırraq qarurma qaplap Sağınığında qarar idim qırraq qarurman qaplap Sağınığında qarar idim qırraq qarurman qaplap Hey!
1906 жылда ұйышқан татар театры біздің еліміздегі милли театрлар арасында ең үлкені генә түгел, ең данлыклысы, алдыңғысы, көрнеклесе де. Һәм театрның чишмә башында торган көрнекле шәхесләрнең исемнәрен киләчәк буын өчен мин менә шушы җыентыкка тупладым. Тарихка күз салсак, рус театрынан аермалы буларак, татар театрын император указы нигезендә түгел, ә бары яшьләр, халык арасыннан үсеп чыккан талантлы, зиялы яшьләр төзегән. Татарның үз театр булырга тиеш дип ялкынланып, хыялланып, бик күп каршылыкларны җиңгән бу яшь егетләрне, кыю, ялкынлы яшь егетләрне ничек инде баш имешә искә аласың? Әйе, яшь егетләр. Чөнки татар драматургиясенә нигез салган олуг драматург, татарның Островскийы, Галиәскәр Камал үзенең атаклы бәхетсез егет драмасын язганда нибары 19 яшьтә булган. Аннан соң инде гасыр буе аның әсәрләре татар театр сәхнәсеннән төшми уйналып килә. Ә Ильяс Кудашев Ашказарский, яшь, бик күп кырлы, талантлы мөгаллим үз тирәсендә яшь талантлы егетләрне җыеп, спектакль оештырып, ил буйлап гастрольгә чыгып китә. Шулай итеп сәйяр труппасы оеша. Бу театрны үстерүче, үзе җитәкче, үзе актер, үзе режиссер, исән чагында ук татар театрының атасы дип йөртелгән Габдулла Кариев та беренче адымнарын театр дөньясына 20 яшьтә башлаган. Сәхип Җамал Гыйсатуллина Волжская. Татарда гына түгел, бөтен мөселман дөньясында сәхнәгә чыгарга җөрьәт иткән кыю талантлы кыз, соңыннан үзедән нур дигән театр труппасы оештыра. Кәрим Тинчурин да үзенең олы иҗатын сәйяр труппасында суфлер булып башлаган. Ул сәнгать җитәкчесе дә, күренекле драматург да, актер да, режиссер да, педагог да, театр белгече дә. Соңрак дахи музыкант булачак композитор Салих Сәйдәшев белән алар татар театрында музыкаль драма дигән яңа жанр тудыралар. Зәңгәр шәл, сүнгән йолдызлар, Казан сөлгесе кебек музыкаль әсәрләрне халкыбыз бүген дә бик яратып карый. Менә шулай үзләренең махсус театр белемнәре дә булмаган шушы яшьләр безнең театрыбызны югары профессиональ дәрәҗәгә, академия исеме алырлык дәрәҗәгә җиткерәләр. Һәм мин яшь буынга тагын 100 елдан соң да театрыбызда уйнаячак артистларга шуны җиткерәсем килә. Галиәскәр Камалның инде васыять кебек яңгыраган теләге белән татар театры милли үз аңлы, халыкчан булсын, аңа язучылар да, анда уйнаучылар да күбәйсен, камилләшсен. Һәм чынлап та тагын шигъри юлларны искә алып, татар театры иман яулап шөһрәт казанды дисәк, мин театрыбызга, яшьләргә иманлы булуларын телим. Бу сүзгә бик күп яхшы сыйфатлар кергән. Һәм татар театрын алар бөтен дөньяга танытсыннар иде.
20-нче елларда зур күтәрелештә булып, чагыштырмача иркен, ирекле иҗат 30-нчы елларда билгеле кысаларга кертелә башлый. Бер яктан профессиональ татар музыкасы, татар театры, операсы үсеше өчен барлык оешмаларда бар. Әмма бу чор безнең өчен зур югалтуларның башы гына була әле. Баштан 37-нче ел репрессияләре. Театр сәнгатендә зур югалту. 1938 елда Кәрим Тинчурин атып үтерелә. Галиәскәр Камал 1933 елда ук вафат. Татар театры аталары җиң сызганып эшләр чакларында китеп баралар. Мондый мисаллар бик күп, санап бетергесез. Син өлгәнче мине сагынырсың, күз алдыңнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гел бергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә тапташмады, керде кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар
болмады. Менің бірінші ишетуім татар әсерлерін әлбәттә минем өчен ул бик зур ниндидер вакыйга булды. Чөнки мин аны менә шундый бәләкәй генә приемник аркылы, приемник аркылы ишетеп алдым. Һәм шушы приемник аша нинди генә җырларны мин ишетмәдем. Илһам Шакировның, Әлфия Авзалованың, өзебезнең бик шәхес композиторларыбызның әсәрләрен шунда ук ишеттем мин. Нәҗип Җиһановның, Александр Ключерев, Рөстәм Яхиннарныкы. Һәм дә әйтеп китәсе килә, менә Нәҗип Җиһановның беренче ишетүем мин шушы приемник аша, әлбәттә минең йөрәгемә кереп сеңеп калды әсәрләре. Мин аның белән таныш булып киттем шушы вакытта. Һәм дә ул миңа шундый якын булып калды. Мин шуннан бирле музыка белемнәрен алып, училищеларны бетереп, консерваторияларны бетереп, менә бүгенге көндә үземнең иҗатымны эшләп барам. Сезгә, хөрмәтле дусларым, менә безнең мирасыбызны, яраткан әсәрләребезне үземнең иҗатымны шушында ук тупладым. Һәм дә сезгә, кадерле буыннарым, киләчәктәге буыннарым, тапшырамын. Саклагыз, яратыгыз, үстерегез, ныгайтыгыз. Һәм дә сез булсагыз бездә, без яшибез.
Мәдәният институты ол айырым бір дүния. Мында жыр, бию, театр, бүтін юнәлештер шунда тупланган. Һәм мин шушы институтны тәмамлавым белән бик горурланам. Әлбәттә, мәдәниятте юнәлешләр бик күп булса да, алар барыбер фольклорга әйләнеп кайта. Һәм мин шушы вакыт капсуласына фольклор, халык авыз иҗатын Александр Ключеревның хезмәтләрен тупладым. Ни өчен Александр Ключерев? Чөнки ул экспедицияларга чыгып, халык җырларын яздырып безгә таныткан кеше. Фольклорны сакласак кына, biz зур милләт, татар халкы булып яшәй алачакбыз. Бер буын икенчесен тәрбияли. Hürmetli dostlar, туганнар, Сабан туй кунаклары, исәнмесез? Бүген сезне
һәм мауыктыргыч тамашада күрүебезгә без бик шатбыз. Сезнең каршыда безнең матур шибәр кызларыбыз, көчле батыр егетләребез. Сабан туйның гүзәл мизгелләрен күрергә сез әзерме? Әзер булсагыз башлыйбыз. Сул ягыбызда безнең Саба районыннан килгән атаклы батырыбыз. Алкышларыгыз дуслар, уң якта балык бистәсеннән килгән менә дигән атаклы егетебез. Алар бүген сезгә үзләренең батырлыкларын, районда иң көчле батыр булуларын расларлар. Әйдә, Саба, киттек. Хоп! Афәрин дуслар, алкышларыгыз. Балык бистәсен дип җавап бирер икән. Хоп! 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 Әйдә! Хоп! Ай, булдырды! Икесе дә бик көчлеләр. Ә хәзер инде әйдәгез, көрәшеп карыйк, татарча көрәш. Әйдәгез, киттек. Бу төрдә дә билгеле җиңүчене билгели алмадык. Ә хәзер инде әйдәгез, гир күтәрәбез. Киттек. Хоп! Хоба! Ай булдыра бу Саба малай, хоп! Алкышларыгыз дуслар, афәрин! Балык бистәсе иде, күрсәт әле. Хоба! Хоп! Ай булдыра, кара әле син аны. Афәрин дуслар, алкышларыгыз. Хоба! Хоп! Ай булдыра! Афәрин алкышларыгыз! Хоп! Хоба! Хоп! Афәрин! Туган якларында гына түгел, безнең гүзәл шәһәребез Казан каласында шапкаттыра бу батырлар. Әгәр сезнең арада шулай гер әйләндерүчеләр булса, мәйдан сезнеке. Минемчә бу трюкларны бары тик безнең батырларыбыз гына башкарала. Тик-тек, хоп! Иш бирегәл батырларыбыз, алкышларыгыз белән дуслар! Ай, карагыз әле сез аларны. Хоп! Афәрин дуслар, алкышларыгыз. Ничә еллар буе Сабан туй бәйгесен алып барсам да, мондый гер күтәрүчеләрне беренче күрәм, алкышларыгыз дуслар. Хоба! Булдырдылар. Хәзер дуслар, бары тик сезнең өчен генә безнең уникаль трюк. Йодрыкларны тотып көч бирик әле батырларыбызга. Афәрин дуслар, булдырдылар. Менә бит алар безнең батырларыбыз. Алкышлар дуслар, тагы
вакыт. Бүгін инде батырларыбызның кайсы көчлерәк икәнен без билгели алмадык. Минемчә, икесе дә беренче урынга лаек. Ниһаять, ТССР белән бергә булдырылган мәдәният һәм сәнгать оешмаларына җиң сызганып эшкә керешергә мөмкинлек туа. Нәкъ шушы чорда татар мәдәнияты яңа юнәлешләр, эзләнүләр белән баетыла. Нәҗип Җиһановның милли темаларга сюитасы Сталин премиясенә лаек була. Заманалар тагын да тынычлана төшә һәм татар халкына Хәсән Туфан, Кәрим Тинчурин, Мәхмүд Галәү исемнәре, иҗатлары кире кайтарыла. 37 ел кайтавазы шуның белән басыла төшә дисәк тә булыр. 1957 елда Мәскәүдә зурлап татар сәнгате декадасы уздырыла. 1958 елда Тукай премиясе оештырыла. 1969 елда Казан дәүләт мәдәният институты ачыла. Şalam tuğan ilimden Mini sen min ulmen Bitmez ki şalam tuğan ilimden Güçlediler salkın ölümden Uleseme jigelemem Mehabet güçlediler salkın ölümden Театральной педагогикой я занимаюсь уже более 30 лет. Я выпустил 6 курсов актерского мастерства, 1 курс в Институте культуры, заочники, режиссеры. 2,5 года тому назад по инициативе ректора Института культуры Раисы Киямовича Беляева при поддержке руководителей нашей республики в институте был открыт экспериментальный курс актерско-режиссерский для профессиональных театров. Раис Киямович Беляев
уговорил меня руководить этим курсом. Сегодня мы уже имеем 3 курса. Вот первый набор сегодня сдавал зимнюю сессию. То есть они уже 2,5 года обучаются. Курс небольшой, 11 человек. Но есть своеобразие. Но вот я считал, основной недостаток подготовки актеров и режиссеров это и у нас в училище, и особенно в столичных вузах, это отрыв от театра, то есть от практики. Вот ведь обучаешь режиссера, артиста, ну вот, предположим, пловца обучать в бассейне без настоящей воды. Ну, можно ему все стили показывать, засекать время, но воду не наливать, он будет все делать. Но когда он войдет в настоящую воду, он утонет, потому что у него нет навыков. Вот так же, я считаю, обучение театральному искусству в отрыве от театра. Асыл кеше алтын дип үлмәс, халкым дип үлер. Siz mindan külmәгез инде. Кülмәгез, мөмкин булса җавап кына бирегез. Җавап? Әйе, орышыгыз, сүгегез, теләсә нишләтегез, тик җавап кына бирегез. Мин менә шуннан соң бәлки җырлый алмам бит. Сәрвәр тутар. Her seher vaktinde düşümde görem. Her seher vaktinde düşümde görem. Min sizni server canı süyem. Min sizni server canı süyem. Server yanam mina hemen server yanam mina hemen min sizni server canı süyem min sizni server canı süyem Kübele güllerde tahtlar soyli Kübele güllerde tahtlar soyli Min sizni məğdum siyalmayım Min sizni məğdum siyalmayım Məğdum siyalmayım ah hemen Məğdum siyalmayım ah hemen Min sizni məğdum siyalmayım Min sizni məğdum siyalmayım Yanğan yüreklerge şifadar olun Yanğan yüreklerge şifadar olun Min sizden server canı kütem Min sizden server canı kütem Server yanam mina hemen server yanam mina hemen Min sizden server canı kütem Min sizden server canı kütem Yanğan yüreklerge şifadar Yanğan yüreklerge şifadar Min sizge məğdum bir almayım Min sizge məğdum bir almayım Məğdum siyalmayım ah hemen Məğdum siyalmayım ah hemen Min sizni məğdum siyalmayım Min sizni məğdum siyalmayım İn soňgy ümitni siz ütirmägiz İn soňgy ümitni siz ütirmägiz Min sizni server canı süyem Min sizni server canı süyem Server yanam mina hemen Server yanam mina hemen Min sizni server canı süyem Min sizni server canı süyem Yüreğim aşkışı başka kulunda Yüreğim aşkışı başka kulunda Min sizni məğdum siyalmayım Min sizni məğdum siyalmayım Məğdum siyalmayım ah hemen Məğdum siyalmayım ah hemen Min sizni server canı süyem Min sizni server canı süyem Min sizni server canı süyem
Һәрбер гасырда нинди генә өлкәне алсак та, зур казанышларга ирешкән шәхесләребез тарихта кала. Безнең җыр сәнгатендә зур мирас калдырган бөек җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хайдар Бигичев, Рашид Вагапов, Азат Аббасов, Фәхри Насретдиновның иҗатлары яшь буын артистларыбыз өчен зур үрнәк, зур өлге булып тора. Аларның затлы, зауыклы җырларын безнең яшьләребезгә, шәкертләребезгә сеңдерергә, өйрәтергә тырышабыз. Шушы флешкада мин бөек композиторларыбызның, профессионал композиторларыбызның, шагыйрьләребезнең әсәрләреннән тупланган җыентыкны яшьләребезгә тапшырасым килә. Һәм аларга озын-озын иҗади юллар һәм бәхетле тормышлар теләп калам.
жыры бар, күңелнең моңы бар. Бу жиынтыкка әлбәттә яшьләргә сорау бирсәгез, алар бик тиз генә җавап та бирерләр иде. Минем өчен бераз ул катлаулы, ләкин шулай да мин аларны әйтеп уза алам. Чөнки үземнең яшәеш вакытымда менә инде 47 ел шушы институтта укыту дәврендә зур шәхесләр белән очрашырга туры килде. Ләкин шулай да мин бер зиялы кешеләрне, шушы җыентыкка керәсе кешеләрне әйтеп китәсем килә. Ул беренчесе Хади Такташ. Узган гасырның 20нчы елларында дөрләтеп, даулап яшәгән, шаулап яшәгән шагыйрь. Икенчесе инде Аяз Гыйлаҗев. Прозаик, ләкин ду китереп, дөньяны әйләндереп, турысын сөйләгән язучы һәм үзенең изен безнең әдәбиятыбызда калдырган кеше һәм ул бүгенге көндә дә бик актуаль
укыла торган язучы. Үшінші язучы, әлбәттә, сағынып искә алып сөйлибез, ул Туфан Миннуллин. Үзенең гади генә башлап язып киткән хикәяләреннән зур трибун, дәүләт эшлеклесе дәрәҗәсенә җитеп, сүзен турысын әйтә торган, замананы күреп, замананың проблемаларын алга чыгарып салып яза торган драматург ул Туфан Миннуллин. Аның Әлдермештән Әлмәндәр дигән әсәре генә дә ни тора. Ул классика. Инген
кешенең үз чыры, һәр заманның үз җыры. Біз бұл капсулаға, бұл флешкаға музейларда саклана торган әйберләрне керттек. Әлбәттә, әйберләребез күп. Ул борынгы чоралардан бүгенге көннән киләсе заманнарга модератор булып торалар. Һәрбер әйбер үзенең тарихын алып бара, үзенең фикерен, һәрбер әйберне кеше ясаган. Әлбәттә,
киләсе буыннарда бу әйберләр бәлки кирәк тә булмас. Әмма ләкин шушы әйбер аша безнең заман турында мәгълүмат сез ала аласыз һәм куллана аласыз ул мәгълүмат белән. Әлбәттә, музейларыбыз бик бай, әйберләр күп саклана. Һәрберсен сакларга кирәк. Чөнки алар Безнең тормыш ата-бабалар бүләге. Аларны онытмау безнең бурычыбыз да, рәхмәтебез дә. Arabaların jigip, azına küpme küşler tügep. Yaşimeler bu dünyada, kaygı sağış küp bulsa da. Yukka tuzanlar tuzadırmay, kabılıp yıllarda yığılmay. Yaşik dostlar gelip gelip, dünya bulsun Жылы яңыр ялып өтсін, қайғы сағыш тәмәм бітсін. Ғұмыр итті бекні қызық, сезілмешке кетер ұзып. Юққа тузанар туздырмай, абынып йылларда йығылмай. Яшик достар бел бергәләп, dünya bulsun tüptügәрәк.
яшик дуслар гел бергәләп дөнья булсын түгәрәк. Һәр бер эштән тәмнәр табып, булганына бик шатланып, үрләп кенә үтә гомер, Ходай биргәненә шөкер. Юкка тузанар туздырмый, абынып елларда егылмый, яшик дуслар гел бергәләп дөнья булсын түгәрәк. Юкка тузанар туздырмый, абынып елларда егылмый, яшик дуслар гел бергәләп дөнья булсын түгәрәк. Яшик дуслар гел бергәләп дөнья булсын түгәрәк. Дөнья булсын түгәрәк. Хәзерге чордан үткәнгә борылып карасак, татар халкының яңарышы, яңа үрләргә күтәрелеше 60-нчы еллардан ук башланган эзлекле хәрәкәт икәнен күрербез. Бу вакытка һәрбер өлкәдә үзебезнең профессиональ белгечләребез әзер, һәм алар киләчәк буынны тәрбиялиләр. 1954 елда консерваторияны дөнья күләм танылачак композитор София Гобәйдуллина, 1960 елда Илһам Шакиров тәмамлый. Алтмышынчы еллар ахырында Кама буенда зур тарихи төзелешләр башланып китә. Әлбәттә, булар бер яктан тутырыклы үсештәге икътисад нәтиҗәләре. Ләкин икенче яктан үзәк хөкүмәтнең ышанычы, республиканың мөстәкыйльлеге күрсәткечләре. Бу шартларда мәдәният һәм сәнгать өлкәсе дә җанлана төшә. Казан мәдәният үзәге буларак таныла. 1982 елда биредә Федор Шаляпин исемендәге опера фестивале, 87 елда хәзер Рудольф Нуриев исемен йөртүче классик балет фестивале эшли башлый. Мәркәзебез Казан халыкара мәйданга чыгарга әзерләнә. Татарстан, тамны республика, сыкланырлык гүзәл җирем син.
Аз сүз намуслы хезмәт кенә иҗатны мәңгеләштерә. Balqı kekük sanıy Gümür yılların Soranlanma kekük Ürtemesin berük Jırlanma ganeli Minem jırlarım Soranlanma kekük Jırlanma ganeli Minem jırlarım Ellem indi uyular Canlarını kıynar Bigerek yaman soğuşul Mığınarın Soran şu sonların Bayıgılı mığınarın Sağışlı mı elle Senin canların Soran şu sonların Bayıgılı mığınarın Sağışlı mı elle Senin canların Demirgedir aslanı Yumart bul seni canı Kolay da bir kıska ömürler Murla dünyalarını Gaşık it canlarını Şatlıktan erirler Bezlen küngüller Murla dünyalarını Gaşık it canlarını Şatlıktan erirler Bezlen küngüller Şatlıktan erirler Bezlen küngüller Bezlen küngüller Bu Vaqt kapsulası proyekti bik mühim нәрсе. Hem min şuшы kapsula için birnеше özüm bilen ijad etken şahıslarni yazırıp koyar edim. Anın birincisi hiçşiksiz dahi İlham Şakirov, ikincisi Alfiye Afzalova, bu yazıcılar. Ne için degende andaylar kızganış 100 yılga bir tuar deb aytadilar, belki dürüstür, şuna belki 1000 yılga birdir. Hem ikincisi şap şairler, benim yoktaşım Robert Minnullin hem Fenis Yarullin. Şuların isimlerini kırtıp kaldırdım yaş buğunlarga. Hem tilagim her millet özün yaklasın, özün saklasın, özün tili, özünün moңa bulsun. Anın için elbette indi gelecek buğunga tırışıp işlerge milletini, özünü gine tügül, milletini, halkını, ilini yaratıp yaşa gerek. Tilini, moңlı
unutmasa кирәк. Чөнки бездән дә моңлы, бездән дә тырыш халык юк. Мин бөтен милләткә телим тазалык һәм узын бәхетле гомер. 90-нчы еллар. Яңа сәяси вазгыять, яңа дәүләт, яңа җитәкчеләр, яңа конституция, яңа тормыш. Барлык өлкәләрнең дә иреккә чыккан, сәнгатьнең дә кыю экспериментларга чумган мәле. Әмма дүрт якта кыйбыла була алмый. Ирекле иҗатның да төп юнәлеше асылы булырга тиеш. Ул үзгәрүчән, катлаулы заманда республика мәдәнияты иң тирән тамырларына мөрәҗәгать итте. Һәм ялгышмады. Казан кирмәне музей тыюлыгы оештырылу, Казанның 1000 еллыгы, аннан соң Булгарның, Зөя утрау шәһәренең яңарышы, иң мөһим тарихи мирасыбызның ЮНЕСКО исемлегенә кертелүе иҗатыбызга яңа рух, этәргеч бирде. 2020 елны тагын бер тарихи вакыйга. ТССРның 100 еллыгы аша мирасыбызны барлап, шунысын төгәл әйтә алабыз. Безнең бүгенге җиңүләребез, халыкара мәйданда ирешкән уңышларыбыз, дәрәҗәбез нигезе моннан 100 ел элек милли үзаңны саклап кала алганга күрә салынган.
Әлбәттә, безнең мәдәниятебезгә зур йогынты ясаган шәхесләрне 100 еллык үсешне бер көнгә генә сыйдырып бетереп булмый. Шуңа күрә әлеге җыентыкка мирасның беренче өлеше генә яздырылды. Шушы җыентыкка безнең студентларыбызның да социаль челтәрләр аша җибәргән мөрәҗәгатьләрне алар өчен кадерле булган җыр, шигырь, бию үрнәкләре кертелде. Бүгенге көндә бездә бик күп язма җыелды һәм аларны туплау дәвам итә. Алла бирсә, бу эш дәвамлы булыр дип уйлыйм. Киләчәктә сезгә аларны җиткереп барачакбыз. Ә бу беренче өлеш, беренче вакыт капсуласы. Безнең институт бинасында махсус стела да сакланачак. Һәм байытыла гына барачак. Безнең дөнья күләм мәйданнарга чыгып әйтерлек бай мирасыбыз бар.
Без Туган республикабызның данлыклы ачышлар һәм казанышлар ел язмасы белән горурланабыз. Ата-бабаларыбызның мәртәбәле җиңүләренә дә лаеклы булырга тиешбез. Үсеп килүче буынны кайгыртабыз. Туган җирендә инде ничә гасырлар буе тынычлык, дуслык, татулыкта гомер итүче халыкларның гореф-гадәтләрен хөрмәт итәбез. Татарстанлылар һәм кадерле якташлар, без шатлыкта да, борчулы көннәрдә дә сезнең белән бергә. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе сине 100 еллык беренче юбилеең белән тәбрикләүенә бик шат, газиз Татарстаныбыз.